Наш дом был вот здесь. Во дворе у нас был навес, кухня была. У нас было 2 участка. Тогда выдавали по 4 сотки. В общем, было 8 соток. Один участок мы отвели под сарай, держали домашний скот. На втором сами проживали. До сих пор сложно поверить в случившееся. Буквально 10 дней назад на этом месте располагалась целая улица. Сейчас здесь можно увидеть лишь обломки и упавшего самолета, и разрушенных домов, которые еще не успели вывести отряды МЧС. В результате авиакрушения Автандил потерял беременную сестру, погиб и ее муж с 3 племянниками. В день трагедии он находился на работе. Прискорбную новость сообщили ему соседи. Когда приехал, не мог найти домашних. Невозможно было даже понять, где стоял дом. Среди обломков никого не увидел. Подумал, наверное, в больницу увезли. Вскоре позвонили родственники из Москвы. Сказали, что вроде с нашими все хорошо, и они у соседей. Обрадовался, подумал, да и бог с ним, с этим домом. А потом пошел к соседям и только тогда узнал правду. Родителям не стал говорить, чтобы не переживали. Сказали, что они в порядке. Описать словами горечь утраты тех, кто потерял близких, невозможно. До сих пор они не могут поверить, что в одно мгновение они потеряли сразу 6 членов семьи. Эти фотографии мы забрали из школы, так как дома все вещи сгорели. На этой фотографии дочка пришла на собрание в школу, а это мой внук. Оказывается, в этот день он специально пригласил дочку, чтобы сфотографироваться. Здесь вот муж дочки Санджар, 2 моих маленьких, внучка. По словам пострадавшей Гуляй Чумуевой, в тот злополучный день она вместе с мужем и старшей дочкой находились за границей. Как только дошли печальные вести, рейсом вылетели на родину. Мы с мужем уехали в Москву на заработки, а дочка вместе с зятем присматривали за нашим домом. Дети, к сожалению, учились во 2-ю смену. Вот как бывает. Никто не застрахован от несчастного случая. Все погибли. От безысходности сейчас семья Чумуевых временно проживает в гостинице «Семитей». Сколько еще времени они будут находиться там, пока неизвестно. Теперь не знаем, куда идти. Надеемся, что правительство поможет нам в такой трудный час. Сидим вот здесь в ожидании каких-то решений. Мы платили налоги за каждый из домов. Хотелось бы, чтобы власти их нам восстановили. Столько денег потратили на стройку, на покупку скота. Собственными руками возводили. Копили, чтобы сарай построить. Старались из кирпича. Крышу закрыли шифером. Для себя строили. А теперь пустое место там. Потерпевший крушение в поселке Дачи-Су грузовой «Боинг» сравнял с землей 23 дома. Еще 18 получили разрушения разной степени. По предварительным подсчетам МЧС, ущерб составил более 186 миллионов сомов. В эту сумму входят не только разрушенные дома, но и уже стоимость возведения новых. На сегодняшний день в гостинице «Семитей» проживает 55 человек. Никому из них о планах относительно их дальнейшего места жительства никто ничего не сообщает. Айбек Айтбаев, Алтынбек Каныбекулу, НТС.